Әтияниler arasında bizning so'nggi vaqtda şuşu mavzu ham tuberkuloz vaksinasiyasidan отказ beruvchi әтияниler ko'p bo'ldi. Ular alar turli ko'zlikdan qaraylar. Ham mana diniy yoqdan da qaraylar. Din de bitinde selamatlikka qarshi tugul, selamat yashash rivojini parga da qarshi tugul. Kishinin mana biz o'zimizning şuşu сөйләшү белән менә шул әтияниләргә дә барып җитсәк иде дип әйтәсе килә. Балалар арасындагы ситуацияны безнең Светлана Геннадьевна аңлатып китә. Туберкулез – социально значимое опасное заболевание. По данным ВОЗ, более 800 тысяч детей в возрасте до 15 лет ежегодно заболевают. Причем быстро идет распространение лекарственно устойчивых штаммов возбудителей туберкулеза. Заражение происходит у детей от необследованных взрослых. Чаще всего это семейный очаг. При употреблении молочных продуктов от больного туберкулезом животного, а также внутриутробное заражение плода или новорожденного при туберкулезе у беременной или родящей женщины. Наиболее подвержены риску заболевания туберкулезом дети из группы непривитые дети, в семье, где есть больной туберкулезом, дети часто и длительно болеющие различными инфекционными заболеваниями, страдающими сахарным диабетом, раком, хронические патологии различных органов и систем, а также получающие кортикостероидную, лучевую, цитостатическую терапию социально неблагополучных семей. Заболевают туберкулезом в основном непривитые дети, реже получившие неполноценную вакцинацию. Рубчик БЦЖ отсутствует или менее 3 мм. Наиболее восприимчивы к туберкулезу грудные дети, дети младшего возраста, подростки, защитные силы которых еще не развиты или ослаблены. В нашем районе непривитые от туберкулеза отказники, так называемые, 37 человек. То есть родители при рождении написали отказ, что они не согласны на вакцинацию. Основными симптомами и признаками туберкулеза являются длительный кашель, боли в грудной клетке, потеря аппетита, усиленное потоотделение, слабость, недомогание, температура тела. Основной диагностикой у детей туберкулеза является проба МАНТУ до 7 лет и диаскин-теста с 8 до 17 лет и обследование флюорографии подростков 15, 16, 17 лет. В нашем районе также есть и отказники от туберкулезной диагностики. Это 39 человек. Из них от диаскин-теста отказались 17 человек, от МАНТУ 22 человека. Обследованы 30 человек альтернативными способами. Это ТИС-ПОТ, внутривенное взятие крови и обследование туберкулеза 9 человек и рентгенография органов грудной клетки, который выявляет наиболее активный туберкулез легких, 21 человек. Остаются необследованными 9 неорганизованных детей. Кроме того, уберечь ребенка от туберкулеза, предотвратить заболевание, предназначена вакцина БЦЖ. БЦЖ она создана давно, является основным мероприятием специфической профилактики, усиливает не только естественную устойчивость к туберкулезу, но и к другим инфекциям. Протекает она бессимптомно, если ребенок привит БЦЖ, выявляется в неактивной стадии туберкулеза. Бактериологические исследования и рентгенологические исследования туберкулеза проводятся в виде микроскопии мазка и посева материала на питательные среды. В случае скрытого течения туберкулеза выявление возможно рентгенологически, это рентгенография и флюорография. Если ребенок или подросток заразился только туберкулезной инфекцией, но поражение органов не выявлено, все равно проводится профилактическое лечение. В течение 3 месяцев он принимает 2 препарата противотуберкулезных, чтобы эта инфекция не превратилась в устойчивую дремлющую форму. К сожалению, у нас регистрировался один случай туберкулеза у ребенка дошкольного возраста. Она находилась на стационарном лечении в течение 9 месяцев, принимала 5 препаратов. Но заражение произошло не в Татарстане, а от больного дедушки из Башкирии. Сейчас она находится под наблюдением. Хочется сказать, что у меня, у детского фтизиатра, наблюдается один ребенок с туберкулезом внутригрудных лимфоузлов, 15 детей с положительным диаскин-тестом, это латентная туберкулезная инфекция, они также лечились или лечатся.
9 контактных с больным туберкулезом, 52 детей с виражом туберкулезных проб. Дважды в год эти дети обследуются, делается им диаскин-тест, реакция МАНТУ, анализ крови, мочи, рентгенография органов грудной клетки, обследуется все окружение ребенка. То есть все взрослые члены семьи, они обязательно предоставляют флюорографию с описанием. Если выявляются какие-то изменения, отправляется к фтизиатру. Для профилактики детского туберкулеза необходимо ответственно относиться родителям к своему здоровью, интересоваться заранее здоровьем тех людей, которые будут жить временно в вашей семье, проходить профилактическое и рентгенологическое обследование, если в семье есть новорожденный ребенок, то есть обязательно мама после родов проходит флюорографию, чтобы не допустить заражения ребенка, и также члены семьи, в которой ребенок новорожденный выписывается, также проходят флюорографии. Обязательно обращаться к врачу, если ребенок был в контакте с больным туберкулезом, изоляция в санаторный детский сад или санаторную школу. Это снизит риск заболевания. И обязательно обследование врача-фтизиатра при установлении инфицирования ребенка по пробе МАНТУ. Если проба МАНТУ высокая или ДСТ положительный, они обязаны обследоваться у фтизиатра в течение 2 недель. И личным родительским примером формировать у ребенка здоровый образ жизни.